В Благоварском районе жители нескольких населенных пунктов этой осенью остались без дорог. Дожди превратили их практически в болото, при том, что строительство дорог здесь началось весной, а спустя несколько месяцев остановилось. В итоге в деревне не может проехать школьный автобус, и дети вынуждены учиться дома. Почему сложилась такая ситуация, выяснял Эмиль Басареев. С пробуксовкой КАМАЗы все же преодолевают грязевую преграду. Легковушкам приходится еще сложнее. Водители рискуют застрять в любой момент. Да и фуры тянут с помощью мощных тракторов. Строительство дороги, начатое весной, по словам местных жителей, остановилось еще летом. Щебень уже месяца два, наверное, тут уже лежит. Никому не надо. Мы вот сами тут пробили дорогу вручную, так сказать. Все, больше я ничего не могу сказать. И по щепне ездим, машины уже кончали, все полностью ходовые. А кто нам сейчас будет платить нам за это все, за ремонт, за все? Для жителей нескольких деревень это практически единственный путь в райцентр. Кто-то преодолевает его на машине, а кому-то приходится идти пешком. На этом месте дорога разделяется на две. Одна уходит в сторону деревни Шамеева, а вторая на Кулле-Куль. Оба населенных пункта находятся всего в нескольких километрах. Однако по таким дорогам порой добраться до них становится невозможно. Вот мне пришло задание по английскому языку «Прогресс чек 1». Задания от учителей приходят по WhatsApp. Также отправляют на проверку и домашнюю работу. Айрат учится в 7 классе, а его сестра Алина в этом году пошла в 1. Предметы дети в семье Байменовых теперь изучают дома. Причина – школьные автобусы из-за распутицы уже 1,5 недели не забирает учеников. Запретили, вот ГАИ запретила детям ездить. Далее вездеход, как бы у вас опять запретили, то, что у вас там не так оснащен, как сейчас вот автобусы, как положено. В деревне Кулли-Куль 11 школьников, и все теперь на вынужденном домашнем обучении. Взрослые говорят, выехать из поселка не всегда могут и сами. 3 дня никто из деревни не выезжал, не смогли. С детьми выезжать отсюда опасно даже. Не только с детьми, даже вот нам скорая помощь не приезжает. Строительство дороги идет по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». И за это время щебнем отсыпано только 2 километра, который постепенно смешивается с грязью. Рабочих местные жители не видели давно. Подрядчик обозначил причину остановки строительства. Не было финансирования. Финансирование только пошло у нас в сентябре месяце. Работы за весь период проводились за свой счет, за счет заемных средств. Заказчиком работ является муниципалитет. В администрации района отметили, что подрядчик не должен был останавливать работы. Деньги за выполненные обязательства перечисляются в любом случае. Дорога была подготовлена под устройство асфальта, но и практически с 10 июля там движения не было. Которые они выполнили, они эти деньги получают. Половину они получили, половину вот на днях, как говорится, перечисляем. В муниципалитете также пояснили, что изначально была запроектирована объездная дорога, но в итоге экспертиза исключила ее из плана. По всей видимости, жителям деревень придется ждать окончания строительства дороги, а школьники, видимо, и дальше будут общаться с учителями онлайн. Эмиль Басареев, Станислав Птица, Эдуард Хисматуллин. Новости, Благоварский район.